В Якутии продолжается традиционный отчет властей республики перед населением. Итоги деятельности за прошлый год и планы на перспективу рабочая группа правительства во главе с премьер-министром Галиной Данчиковой представила сегодня в Якутске. Александр Лысак подробнее. Мы ответим на все ваши вопросы. С этих слов глава республиканского правительства Галина Данчикова начала ежегодный отчет перед населением Якутска. В своем выступлении перед горожанами премьер коснулась тем, которые важны для каждого. К примеру, строительство моста через реку Лена. Победителя конкурса Росавтодор объявит до 11 апреля текущего года. И до 14 января 2015 года должно состояться подписание концессионного соглашения. Кроме того, Галина Данчикова отметила, что значительная часть стоимости коммунальных услуг для жителей Якутии, и в частности столицы, субсидируется из республиканского бюджета. Граждане республики оплачивают в среднем лишь 32,4% от фактической стоимости коммунальных услуг. В городе Якутске это составляет 65%. Остальная часть возмещается ресурсоснабжающим предприятиям из республиканского бюджета. После отчета премьера последовали традиционные вопросы от населения. Жителей города интересовало все – от газификации пригородов до подготовки профессиональных рабочих кадров. Что делается правительством для того, чтобы развить сеть профессиональных заведений? В этом году мы планируем, что у нас прирост составит примерно 200-300 человек. Таким образом, все, кому это будет необходимо, будут иметь возможность поступить в учреждение профессионального образования города Якутска. Работы в районе Марха по газификации начались, проводятся, но, к сожалению, они не окончились. Был подписан план газификации на текущий 2014 год. В этом плане, безусловно, есть и работы по газификации микрорайона Марха. Рядом с селом Старая Табака происходит разработка карьера. Приближается наводнение. Все жители села волнуются, что нас затопит. Дам поручение Министерству имущественных и земельных отношений, поручение службе государственного заказчика и Министерству строительства, чтобы они организовали на месте встречу с населением. Добавлю, что по состоянию на 1 января 2014 года на развитие столицы из бюджета Республики Саха-Якутия выделено более 6 миллиардов рублей. Прошедший отчет перед населением еще раз показал максимальную прозрачность работы республиканской власти. Тем не менее, основная задача подобных мероприятий – это последующее взаимодействие между правительством Якутии и ее жителями. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.